Здравствуйте. В эфире «Национальный вопрос и ответ» – передача, где каждый дает свои ответы на вопросы, которые и определяют состояние межнациональных отношений в нашем обществе. И сегодня у нас в студии доцент кафедры востоковедения, африканистики и исламоведения Казанского университета, директор Центра иранистики Института международных отношений Мастура Ахмедова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ахмедова Мастура Нигмаджоновна родилась в Таджикистане. Закончила Таджикский государственный национальный университет, университет Аламы Табай-Табаи Исламской республики Иран, Национальный институт технологий Индии. Преподавала в Худжанском государственном университете в Таджикистане, преподавала персидский и таджикский языки в университете штата Аризона, США. Кандидат филологических наук, владеет 8 языками. Мастура Нигмаджоновна, как говорят, Восток – дело тонкое. Кому, как не нам в Татарстане об этом знать. Республика, которая имеет и восточный, и исламский менталитет. У нас много народов, которые сегодня представляют Восток. А для вас это вообще профессия, дело, которым вы занимаетесь всю жизнь. Например, если обратиться к цифрам Всероссийской переписи населения, то в Татарстане сегодня уже 13 тысяч таджиков, а это персы. И все они граждане России. Это только граждане России. Таджики, их 13 тысяч. И, к счастью, у нас в Ассамблее народов Татарстана таджикский народ, он представлен очень широко. В каждом из крупных городов и районов есть представительство национально-культурной автономии таджиков. Ну и Иран хорошо представлен в Татарстане. У нас работает Генеральное консульство Республики Иран. Вот чем занимается Центр иранистики Института международных отношений, который вы возглавляете? Какие приоритеты в вашей работе? И ощущаете ли возрастание интереса к этому направлению? Центр иранистики взаимодействует, конечно, для развития персидского языка, для преподавания персидского языка и литературы, в которые прежде всего привлечены студенты российских граждан, которые очень даже интересуются персидским языком и литературой. В частности, в центре мы проводим дни, мероприятия, которые посвящены тем или иным важным историческим событиям, вечера персидской поэзии мы проводим, которые очень нравятся нашим студентам. Все те, которые интересуются языком, они помимо наших занятий, которые в университете по расписанию, они еще приходят на вечерние курсы, которые действуют при нашем центре. Курсы вечерние свободны для всех интересующих. Курсы ведет носитель языка, госпожа Сыдыгы Казымнежот, она с Ирана. Также центр взаимодействует на стажировку студентов, которые хотят посещать Иран. Конечно, если изучаешь язык, надо посещать, надо быть в контакте с носителями этого языка. Поэтому наши студенты, мы их ежегодно отправляем на курсы, на летние курсы, зимняя школа у нас каждый год в зимние каникулы бывает, которые студенты могут посещать Иран, окунуться в атмосферу красивого восточного Ирана, а также, конечно, они смогут увидеть достопримечательности, исторические места Ирана, которые в дальнейшем это еще в них пробуждает любовь к изучению этого языка. Вот, Мастура Нигмаджоновна, чтобы объяснить нашим зрителям, что такое персидский мир, персидский язык, фарси. Какие страны охватывает сегодня персидский язык? Какие народы, какие страны можно отнести к ареалу этого языка? Да, действительно, фарси или персидский язык, он один и тот же язык. А на самом деле фарси является название самого языка. Исторически он так и называется фарси или парси. Этот язык является государственным языком Ирана, Исламской республики Иран, а также он язык фарси, фарси-таджики, язык государственной в республике Таджикистан, а также фарси-дари,
Дари официальный язык Республики Афганистан. Но это не ограничивается территорией или ареал пространства персидского языка, он намного широк, потому что носители языка персидского, они находятся почти во всей территории Средней Азии, в том числе и в Узбекистане, Самарканд, Бухара, естественно, знаем, что там живут таджики, носители этого языка. То же самое ареал, персидский язык выходит за пределами границы Афганистана, вплоть до Пакистана и вплоть до Индийского континента. Там, естественно, города Кашмир. Это являлись в свое время государствами, которые у них был официальный язык персидский, фарси, при династии великих моголов. Поэтому на сегодняшний день носители языка уже, можно сказать, во всех странах мира, во всех уголках мира живут, и они являются как бы носителями этого языка, носителями этой великой культуры. Да, и изучая один язык, который в Таджикистане можно назвать таджикским, но это тот же персидский язык, в Иране другой, ты уже входишь в вот этот огромный мир персидского языка, и это открывает новые двери. Вот в Доме дружбы приходится наблюдать такие моменты, когда, например, приходят студенты из Ирана, они встречаются с нашими таджиками, и они начинают свободно разговаривать на одном и том же языке. Да, это разные страны, но это одна историческая общность, это и сегодня в основном один язык. Поэтому изучение этих исторических традиций и сегодняшние реалии, это очень интересно. Да. У вас есть опыт работы и за рубежом, в том числе в Америке. Вы преподавали в университете персидские и таджикские языки. С точки зрения процесса обучения, в чем сходство, различия, плюсы и минусы разных систем? Как работает наша система? Как мы выглядим в этой плоскости? Да, в своей педагогической опыте я побывала во многих странах мира, в том числе я и была в Индии, я в Турции была, но в качестве преподавателя я была приглашена в университет штата Аризоны, где я преподавала таджикский, персидский языки, естественно, для американских студентов. Дело в том, что действительно система образования Российской Федерации и система образования штатов, они достаточно отличаются. Система российская, высшего образования России, оно для студентов предоставляет обширные знания, которые по выпуску университета наши студенты, то есть наши специалисты уже становятся широкопрофильными специалистами. В нашей системе образования, естественно, прежде всего выдаются стандарты дисциплин, которые студенты обязаны эти дисциплины изучать в рамках университетских образовательных дисциплин. А что касается системы высшего образования Штатов Америки, там уже система дается студенту более свободный выбор. И это дает в результате, что студенты-американцы выпустятся с университета уже специалистами узкого профиля, но с глубокими знаниями. Это тоже надо учитывать, что они в своей специальности, несмотря на то, что это узкое, но они могут многое знать в своей специальности. В одном направлении. Да, в одном направлении. А наши студенты, вот приоритетное то, что они могут работать, скажем, широкопрофильные специалисты. У нас по стандартам соответствующие компетенции, которые ныне требуют с наших будущих специалистов, быть особенно с носителями иностранного языка, то есть изучая иностранный язык, в том числе и персидский или восточные языки, они уже будут владеть этот язык на высшем уровне, на высоком уровне владения языка. Они уже могут спокойно войти в контакт с носителями языка, в диалогах, и они могут быть очень, скажем, и высококвалифицированными, и нужными специалистами в обществе. Масра Нигматжановна, вот вы очень статусный педагог с большим опытом работы в самых разных учебных заведениях. И
одновременно вы и для нас не чужой человек, потому что вы преподаете в многонациональной воскресной школе при Доме дружбы народов Татарстана. Ну и происходит это практически на волонтерских началах. Мы вам благодарны. А в чем ваша мотивация работы вот с этими нашими юными друзьями? Да, маленькими студентами, да, будущее. Да, действительно, мне вот очень приятно, что я работаю в воскресной многонациональной школе при Доме дружбы народов, а также я постоянно посещаю мероприятия, которые проводит Дом дружбы народов Татарстана. Это прежде всего наш общий дом. Татарстан – наш общий дом. Вот для меня это даже очень большая честь, что помимо студентов российских, которые очень интересуются нашим вот языком, естественно, для меня, как носителя этого великого древнего языка, большая честь преподнести всем желающим, интересующим вот натуру этого красивого языка, что преподнести этот язык так, обучать для всех, а в том числе вот мы решили в этом году таджикский язык для маленьких наших учеников, для маленьких наших детей, которые, они в основном контингент из среди таджикских семей, которые дети, они уже являются российскими гражданами, естественно. И у них уже проблема, наверное, тоже знания родного языка. Да, дело в том, что они учатся в средних школах на русском языке, кто-то на татарском языке, в том числе и мой ребенок сама тоже училась совершенно в татарской школе. И такая необходимость появилась, чтобы наши детишки смогли изучать, говорить на своем родном языке. То же самое для меня, как филолога, как носителя этого языка, важно, чтобы сохранилась вот наша культура, наш язык. И действительно в народе, то есть самобытность народа, она отражается в языке. Вы часто бываете и на своей исторической родине, в Таджикистане. Что можно сказать сегодня об отношении его жителей к россиянам, к русской культуре? Ведь уже много лет мы разные страны, хотя когда-то были в одной семье народов Советского Союза. Да, действительно, Татарстан, Таджикистан, Татарстан и Россия связывают у нас единое историческое прошлое, которое в 20-м столетии действительно мы входили в состав большой многонациональной нашей Родины, в том числе, потому что мы дети Советского Союза, но тем не менее нынешняя Республика Таджикистан – это уже государство суверенное. Отношения между Россией и Таджикистаном, они все равно сохранились как и дружественные, как и в прежние. Вот это дружеское отношение прежде всего отражается в отношении таджикского народа к русским. На данный момент в Таджикистане существуют русские школы, существуют детские сады с русским обучением группы, а также приоритетом для наших студентов таджикских и в том числе учащихся средних школ Таджикистана прежде всего является русский язык. Они очень с интересом изучают русский язык. У нас помимо этого работают учебные центры, которые именно по содействию правительства Российской Федерации, Россотрудничества, они проводят курсы специальные для подготовки наших учащихся для поступления в вузов Российской Федерации. Потому что для студентов наших таджикских, для обучающихся приоритетом являются все-таки российские вузы прежде всего, потому что, естественно, у нас стандарты обучения и стандарты оценивания у нас единые. Поэтому такой вот интерес до сих пор является, есть и сохранилась интерес к русскому языку среди населения Таджикистана. Спасибо, Мастыра Нигмаджановна. К сожалению, мы должны завершить сегодня нашу встречу. Я думаю, эту тему мы будем продолжать, потому что связи наших государств, связи персидского мира и российского государства, они всегда были тесными. И в этом мире нам нужны грамотные, подготовленные люди, которые понимают, как это выстраивается исторически и сегодня. А нашим телезрителям я напомню, что сегодня у нас в студии был доцент кафедры востоковедения
востоковедения, африканистики и исламоведения Казанского университета, директор Центра иранистики Института международных отношений Мастура Ахмедова. Мы с вами прощаемся ровно на неделю. Всего доброго. До встречи в эфире.